Здравствуйте. В Чечне совершено покушение на президента Дудаева. Когда автоколонна, в которой следовал президент, подъезжала к Грозному, у дороги произошел сильный взрыв. В результате погибли сопровождавший президента министр внутренних дел Чечни Магомед Эльдиев, его заместитель Саид Айли Батаев, а также водитель. Автомашина, в которой ехал Джохар Дудаев, была отброшена взрывной волной на 10 метров. Президент не пострадал. Второй день тревожные сообщения поступают из Чечни. Как нам стало известно сегодня, вчера вечером там было совершено покушение на Джохара Дудаева. Когда автоколонна, в которой следовал президент Чечни, подъехала к Грозному, у дороги произошел сильный взрыв. В результате погибли сопровождавшие президента министр иностранных дел, его заместитель и водитель. Автомашина, в которой ехал Дудаев, была отброшена взрывной волной на 10 метров. Но президент не пострадал. Кабинет министров Чечни, экстренное заседание, которое провел сегодня Дудаев, постановил ввести комендантский час сроком на месяц. Ну а завтра в Чечне будет день траура. Есть ли взаимосвязь между террористическим актом у Грозного и историей с захватом заложников в минеральных водах? Напомню, что их сумели освободить вчера также на территории Чечни. Ну а в роли террористов выступали чеченцы. Взаимосвязь этих событий лично мне кажется маловероятным. Но исчезновение одного из 4 бандитов, которое произошло после прибытия чеченского спецназа, выглядит, согласитесь, довольно странно. Что же касается последних актов драмы освобождения заложников, то о них, думаю, лучше всего послушать рассказ очевидца. Как это произошло? Сели первый раз мы на поляну, они увидели, что вертолет уже стоял. Быстро опять поднялись, вылетели на другую, приземлились. Они вышли, сразу меня сказали: выходи. Сумки схватили с долларами, автоматы, ну все это взяли, потом побежали в лесополосу, сели, присели. И вас с собой взяли? Конечно. Потом следом за мной другие 3 со своими заложниками. Они сказали: мы убивать не собираемся. Вот их не самый главарь, вот их не сказал. Ну, давайте сдаваться, бросайте оружие, пошлите. И последний вот его сообщник, который он сказал: да что-то неохота так уходить. Вот это тоже страшно стало. Что у него на уме? Может, напоследок мог совершить что-то такое. 3 преступников были задержаны без применения оружия. Обнаружить 4-го не удалось. Возможно, он задержан службой безопасности Чеченской Республики, которая на месте также принимала участие в задержании бандитов. Террористы доставлены вчера в минеральные воды. Все 4 заложников освобождены. Выданные преступникам доллары и оружие изъяты.